Резкая вспышка заболеваний коронавирусом в Китае. За сутки скончались 242 человека. Тем временем на морском лайнере Diamond Princess в Японии обнаружили 4 человек с казахским гражданством. В самом Казахстане приземлился борт, на котором 211 казахстанцев и кыргызстанцев эвакуировались из Китая. В самолете находились 171 граждан Республики Казахстан и 40 граждан Кыргызстана. С повышенной температурой или с симптомами коронавируса никто не выявлен. В Кыргызстане в крупных городах резко увеличилась численность населения. Эксперты говорят о возможных накрутках и так называемых каруселях на предстоящих в апреле муниципальных выборах. В городах перед выборами в местные киниши по 10 тысяч людей ставят на учет. Это какой-то новый вид подкупа, уже идет активная подготовка к выборам. Таджикистан в ближайшие 3 года не намерен брать в долг у Китая. По словам чиновников, слухи о непомерных долгах и зависимости от КНР якобы беспочвенны. Китайские инвестиции это связано с очень беспощадным использованием минеральных ресурсов. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Стало известно еще об одной жертве погромов в Кордайском районе Казахстана. Об этом сообщил советник главы Жамбылской области Канат Кулышманов на своей странице в Фейсбуке. Он рассказал, что человеческие останки, обнаруженные в ходе расчистки завалов в одном из сгоревших торговых центров в селе Масанчи. Правда, пока неизвестно, как погиб человек во время погрома или при иных обстоятельствах. Это покажет экспертиза. Чиновник отметил, что тело было обнаружено еще 2 дня назад. Другие официальные органы пока никак это не комментируют. Ранее власти сообщали о 10 погибших в кордайской трагедии. 8 человек погибли во время беспорядков, 2 скончались в больнице. Я напомню, 7 февраля в нескольких селах Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошли массовые беспорядки с участием казахов и дунган. Были сожжены десятки домов и коммерческих объектов. По официальным данным, за помощью к медикам обратилось 180 человек. Власти Казахстана и, в частности, президент Касым-Жомарт Токаев не называют произошедшее межэтническим конфликтом. За минувшие сутки от коронавируса в Китае погибли 242 человека. Это рекордный показатель за всю эпидемию. Количество инфицированных выросло разом на 15 тысяч. С последними новостями Акрам Абдукахор. Для борьбы с коронавирусом в город Ухань переброшены примерно 4000 военных медиков со всего Китая. Для доставки персонала и гумпомощи командование Народно-освободительной армии использует тяжелую военно-транспортную авиацию. В НОАК впервые продемонстрировали обратную сторону борьбы против коронавируса. На кадрах запечатлен аэродром города Тяньцзинь близ Пекина. Темной ночью идет погрузка гумпомощи в самолеты и посадка новой группы военных медиков. Они направляются в эпицентр эпидемии в провинцию Хубэй. Эта группа медперсонала в основном состоит из реаниматологов, пульмонологов, инфекционистов, а также терапевтов внутренних болезней. У всех большой практический опыт работы. Некоторые из них работали в Сяо Таншане и боролись со вспышкой вируса SARS. Другие занимались предупреждением и лечением лихорадки Эбола. Мы обеспечены всем необходимым, включая маски N95, защитные костюмы и очки. Мы уверены, что у нас есть все, чтобы победить вирус. Несмотря на масштабные усилия китайских властей, за минувшие сутки там зафиксирован рекордное количество смертей от коронавируса – 242 человека. Одна из причин антирекорда может быть связана с острой нехваткой наборов для приема анализов на инфекцию. По информации агентства Reuters, у некоторых пациентов вирус диагностировали с большой задержкой. В свою очередь, за сутки количество инфицированных также возросло на 15 тысяч. Китайская сторона связывает это с использованием нового способа подсчета заразившихся. При этом неясно, в чем именно заключается нововведение. Как непонятно и то, почему количество погибших подскочило так резко. Эти новости особенно неожиданны на фоне сообщений, распространенных Пекином накануне. В них утверждалось, что смертность от коронавируса пошла на спад впервые за 2 недели. Теперь же власти Китая говорят, что начали пересмотр старых данных и истории болезни. А для подтверждения заражения коронавирусом впервые будет достаточно только результатов компьютерной томографии.
По состоянию на полночь 12 февраля количество подтвержденных зараженных в каждой провинции и городах составило 52 526 человек. Среди них тяжелобольных 8030. Общее число вылечившихся и выписавшихся 5911 человек. Количество смертей 1367. Тем временем в Китае сейчас работает делегация Всемирной организации здравоохранения. На днях в этой организации заявили, что пока невозможно предсказать, когда эпидемия пойдет на спад. 4 казахстанца находятся на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. Судно закрыто на карантин в порту Йокогама из-за китайского вируса. На лайнере находятся граждане 50 стран. Они пробудут в изоляции, пока эпидемия не сойдет на нет. Тем временем в Казахстан доставлена очередная группа граждан из Китая. Подробности у Шолпана Розбековой. 4 граждан Казахстана из-за коронавируса оказались под карантином на круизном лайнере Diamond Princess. На данный момент известно, что карантин закончится 19 февраля, но так ли это будет на самом деле, пока непонятно. Утверждать что-либо об их состоянии сейчас рано, медики изучают их анализы. Изолированы на карантин 3700 граждан из 50 стран мира. Подтверждено 174 случая коронавируса. На лайнере в данный момент находятся 4 гражданина Республики Казахстан. Состояние здоровья у них удовлетворительное. Результаты лабораторных исследований находятся в работе. Карантин закончится 19 февраля. Накануне сообщалось о 39 новых случаях заражения пассажиров круизного лайнера. Всего на судне зафиксировано более 200 случаев заболевания коронавирусом. Тем временем казахстанские власти продолжают эвакуировать своих граждан из Китая. Сегодня стало известно, что в Алматы в 7 утра приземлился еще один самолет, на борту которого находились 211 пассажиров. Среди них были и кыргызстанцы. Все они сейчас проходят обследование. В самолете находились 171 граждан Республики Казахстан и 40 граждан Кыргызстана. С повышенной температурой или с симптомами коронавируса никто не выявлен. Перед посадкой на борту была организована процедура смены масок. Казахстанцы были доставлены в многопрофильную клиническую больницу в Алматы. Граждане Кыргызстана уже доставлены в город Бишкек. На сегодняшнем брифинге прозвучала и хорошая новость. Те, кто был эвакуирован предыдущим рейсом, уже сегодня были выписаны из больниц. В ближайшее воскресенье из больниц должны выписать казахстанских студентов, которых ранее эвакуировали из Уханя. Представители Минздрава даже обещали журналистам организовать встречу со студентами, побывавшими в самом очаге вируса. Граждане как Китая, так и других азиатских стран запустили в Твиттере флешмоб с хэштегом «Я не вирус». Под ним публикуют свои истории. Например, о том, как из-за азиатской внешности их избегают в метро или запрещают прикасаться к продуктам в супермаркете. Иван Гребенюк продолжит тему. Метро, час пик и реакция женщины на сидящую рядом пассажирку с азиатской внешностью. И таких видео из разных стран мира десятки. Вот уже не метро, супермаркет. Студент из Китая, который живет в Страсбурге, выбирая авокадо, дотронулся до него, чтобы проверить на спелость. Покупательница рядом сначала потребовала, чтобы он убрал свои руки, а потом спросила, нет ли у парня коронавируса. Это расизм, мадам, это расизм. Агентство Reuters сообщает о всплеске враждебного поведения в некоторых странах Европы против людей с азиатской внешностью. Данные основаны на свидетельствах людей, переживших унижение. От подозрительных взглядов в общественном транспорте и магазинах до комментариев родителей по поводу детей с азиатской внешностью на игровых площадках. Сун Лей во Франции живет с детства. Говорит, сейчас впервые чувствует себя незнакомцем в этой стране. Я ехал на работу в метро. Когда я сел на сиденье, человек, сидящий рядом со мной, переместился на несколько сантиметров. Если бы он мог переместиться на несколько метров, он бы сделал это. А еще он прикрыл рот шарфом. Я был в шоке, у меня не было слов. Во Франции уже подтвердили 11 случаев заражения новым типом коронавируса. Каждый новый случай, по словам президента французской китайской молодежной ассоциации, порождает все больше проявлений расизма в стране. Иногда мы чувствовали проявление скрытого расизма, это случается, но сейчас он раскрыт полностью через слова, поведение, которые являются неуважительными, невежливыми и явно расистскими. Пересекающий черту между цивилизованным обществом и этическими границами, посольство Китая в Дании назвало публикацию в местной газете карикатуры датского художника. Нильс Бобоженц изобразил китайский флаг с 5 желтыми возбудителями коронавируса вместо 5 звезд. Несмотря на требования дипломатов удалить оскорбительную публикацию, главный редактор издания Джейкоб Нибро отказался это делать, так как не видит в ней ничего оскорбительного.
А вот фото из Одессы. Отель «Калифорния». На стойке регистрации объявление: проживание в отеле гостям из Китая запрещено. А это уже Лондон, аэропорт Хитроу, где полузащитник английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Дели Алли снял 2 видеоролика. На первом хавбэк спрашивает: «Корона что?». В это время на заднем плане слышен разговор людей с азиатским акцентом. На втором видео футболист сначала сфокусировал камеру на мужчине с азиатской внешностью, а потом перевел ее на антисептическое средство. Далее подпись к ролику: «Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня». Пользователи соцсетей обвинили полузащитника Тоттенхэма в расизме. Он в итоге извинился. Я сожалею, что выложил эти видео в Snapchat. Я незамедлительно удалил их после того, как понял, что это может кого-то задеть. На проявление дискриминации в связи с распространением коронавируса обратил внимание руководитель Всемирной организации здравоохранения. Мы понимаем, что многие люди беспокоятся о своем здоровье и здоровье своих близких, но важно избегать дискриминации и проявлять сочувствие и солидарность в это непростое время. «Je ne suis pas un virus» или просто «Я не вирус». Под этим хэштегом в Твиттере все, кто сталкивался с дискриминацией и проявлением расизма из-за азиатской внешности, делятся своими историями. 1000 репостов набрало обращение студента, который призывает прекратить буллинг людей из-за их внешности. Когда в 2009 году началась эпидемия вируса H1N1 в Соединенных Штатах, его никто не называл американским вирусом. Теперь, когда эпидемия коронавируса проходит в Китае, все называют его китайским вирусом. Когда H1N1 распространился по миру и им заразились миллионы людей, никто не начал плохо относиться к американцам. Но теперь, когда за пределами Китая меньше 100 случаев заражения новым коронавирусом, в западном мире вы запрещаете въезд людям из Китая и занимаетесь буллингом. Иван Гребенюк. Настоящее время. К другим темам. Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан, который проживает в Лондоне, попросил политического убежища в Великобритании. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке, однако нам пока не удалось подтвердить, действительно ли внук Ельбасы сам опубликовал этот пост. Айсултан Назарбаев сообщил в социальной сети, что разочаровался в своем дедушке. По его словам, он объяснял Нурсултану Назарбаеву, что при системе, которую он создал, он может потерять все, если будет позволять семье и окружению забирать бизнесы друг у друга. Айсултан добавил, что в настоящее время на него разными способами давит его семья, и поэтому ему пришлось идти на кардинальные меры. Я прошу в Великобритании политическое убежище. Мои последние 5 лет покрыты серыми полосами. Пора людям узнать, что на самом деле происходило и почему. Все дело в том, что я владею информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана. Я говорю о миллиардах долларов США, украденных у народа Казахстана. Айсултан Назарбаев – сын старшей дочери Ельбасы Дариги Назарбаева и его опального зятя Рахата Алиева, который покончил с собой в австрийской тюрьме. В прошлом году Назарбаев-младший забрался на балкон отеля в Лондоне и угрожал спрыгнуть вниз. Позднее Айсултан устроил погром в квартире, и соседи вызвали полицию. Суд приговорил его к 1 году лишения свободы и общественным работам условно. Его обязали продолжать лечиться от наркозависимости, а также назначили ему испытательный срок в 18 месяцев, 140 часов общественных работ, штраф в 1000 фунтов и возмещение ущерба от разгрома квартиры на сумму 5000 фунтов. Накануне муниципальных выборов в некоторых крупных городах Кыргызстана, они пройдут 12 апреля этого года, внезапно увеличилось число жителей. Местные гражданские активисты говорят о сотнях студентов, которых сгоняют в центры обслуживания населения и заставляют встать на временный учет. Почему, зачем и кому это надо, пыталась разобраться Саджбек Бегалиева. Выборы в законодательные советы крупных городов Кыргызстана пройдут в апреле, но уже в начале наступившего года журналисты и активисты начали бить тревогу. В Аше, Караколе и Токмаке внезапно выросло число граждан, желающих прописаться в этих городах. Сейчас в Караколе идет массовая прописка иногородних жителей именно в городе Каракол, то есть приезжают с сел, с близлежащих и встают на временный учет в городе Каракол. Даже сам руководитель нашего каракольского ЦОНа заявил, что где-то за 3 дня было прописано около 100 человек. В общем, сейчас массово просто люди почему-то стали прописываться в Караколе. Я считаю, что это связано с предстоящими выборами в Горкинеш.
Например, по данным Госрегистра, в городе Токмак, неподалеку от Бишкека, только за первые 1,5 месяца этого года прописались 7 тысяч человек. Тогда как за этот же период прошлого года в населенном пункте зарегистрировались в 7 раз меньше людей. Такой же заметный рост населения наблюдается и в других городах, где весной пройдут выборы. В городах перед выборами в местные киниши по 10 тысяч людей ставят на учет. Это какой-то новый вид подкупа, уже идет активная подготовка к выборам. В СМИ только об этом и пишут в последние дни, и мы не можем просто промолчать. Я накануне вернулся из Аша, где узнал о том, что за короткое время городскую прописку там получили 40 тысяч человек. И ведь это делают лидеры партии. Разве это дело? Сейчас, предлагая 1-2 тысячи сомов портить будущее этих людей. У студентов паспорта забирают, говорят, что вернут после выборов. Мы должны принять закон, чтобы не могли участвовать в выборах те, кто получил новую прописку за полгода до выборов. И сами депутаты, и те, кто следят за подготовкой к выборам в городские законодательные советы, признают, что эти выборы – репетиция перед большим голосованием в парламент страны ближайшей осенью. И, судя по всему, админресурс во время предстоящих парламентских выборов будет применяться не менее активно. Смотрите далее в нашей программе. Таджикистан в ближайшие 3 года не намерен брать в долг у Китая. По словам чиновников, слухи о непомерных долгах и зависимости от КНР якобы беспочвенны. Китайские инвестиции это связано с очень беспощадным использованием минерально-сырьевых ресурсов. Мы продолжаем. В ближайшие 3 года Таджикистан не планирует брать кредиты у Китая. Об этом заявил министр финансов Файзидин Кахурзода. Он отметил, что критика о непомерных долгах и зависимости от КНР беспочвенна. Долг Таджикистана перед Китаем составляет 1 миллиард 100 миллионов долларов. В обмен на инвестиции власти страны предоставляют китайским инвесторам контроль над месторождениями. Но Ширван Арипов продолжит. Временный отказ от китайских кредитов связан исключительно с желанием расширить географию заимствований, говорит министр финансов Таджикистана. По его словам, Душанбе может получить кредиты от Европейского Союза, США и других стран. А разговоры о том, что китайские инвестиции ставят страну в зависимое положение от КНР, это всего лишь экспертное мнение отдельных ученых. И оно безосновательно, уверен чиновник. Мы заинтересованы в хороших экономических отношениях не только с Китаем, но и с другими странами. Мы заинтересованы в том, чтобы география заимствований не ограничивалась несколькими государствами. Мы также работаем в этом направлении с Европой. Экономист Нуридин Каюмов поддерживает отказ от новых китайских кредитов, но официально озвученную властями причину считает нелогичной. По его мнению, возможно, сейчас уже подошли сроки выплаты КНР по существующим задолженностям. А если брать новые кредиты у Китая, то проценты уже будут намного выше. Китайские инвестиции это связано с очень беспощадным использованием минерально-сырьевых ресурсов. Любой кредит это предприниматель, но другого выхода нет, но надо подойти к этим вещам разумно. У инвесторов из других стран также нужно занимать осторожно, считает Каюмов. Внешний долг страны уже практически равен половине ВВП страны. И новые кредиты могут подкосить экономику Таджикистана. Процент будет расти, поэтому сможем ли мы платить всем, и Китаю, и другим, и валютному фонду задолжались, и Мировому банку, другим странам. Сегодня Таджикистан не способен вовремя расплачиваться с Китаем по кредитам и вынужден передавать под контроль китайским компаниям свои недра. Например, за строительство ТЭЦ Душанбе-2 властям пришлось отдать Китаю месторождение золота Верхний Кумарк с запасом металла в 50 тонн на неопределенный срок. Долг перед Китаем составляет половину внешней задолженности Таджикистана. Это примерно 20% от ВВП и примерно по $120 на каждого жителя страны. Все под снос. Жители Бишкека бьют тревогу и намерены судиться с мэрией. Горожане боятся, что строительное лобби во власти лишит их жилья. Причина подобных подозрений в том, что руководство города утаивает план детальной планировки столицы. На документ якобы наложен гриф «секретно». Действительно ли горожанам есть чего опасаться, выясняла Дарья Тимофеева. Судебные тяжбы Марата тянутся не первый год. После покупки участка внезапно появился еще один владелец его земли. У обоих на руках все документы. Разбирательство с соседом переросло в холодную войну. Только недавно бишкекчанин понял, что претензии стоило предъявлять не друг к другу, а вместе к столичным властям. Они сейчас так говорят: это было не при нас, мы за это ответственность не несем. Я говорю, ну дайте фамилии, кто это сделал?
Они не хотят говорить. Но это было в бытности главного архитектора Абдиева. Вот это все махинации. Сегодня Марат в числе группы инициативных горожан, которые намерены судиться с мэрией. В канун Нового года без каких-либо обсуждений городской парламент принял проект детальной планировки Бишкека. По сути, это карта застройки столицы, где прописано абсолютно все. От имеющихся коммуникаций до будущих детсадов. От глаз бишкекчан его почему-то уже несколько лет скрывают. А недавно власти заявили, что на него наложен гриф «секретно». Проект детальной планировки сделан сыро, естественно. Там ничего не понять для нас, они говорят, это только для специалистов. Хорошо, специалисты, ответьте нам, пожалуйста, почему сейчас нет в городе деревьев? Почему у нас везде строятся только жилые дома? Но нету садиков, нет парков и так далее. Изъятие земельного участка для государственных и общественных нужд. Эта цитата из Земельного кодекса стала главной городской страшилкой. Люди боятся, что в засекреченном ПДП на месте их старых сталинок и хрущевок внезапно окажутся школы и культобъекты. Прикрываясь необходимостью для городских нужд, власти будут скупать жилплощадь за гроши. Если они ведут это ПДП и вот эти ПЗЗ, которые или меняют законы в Земельном кодексе, они стремятся к тому, чтобы безболезненно отнимать у народа это самое имущество. Ну, сказать, выгодное для строительного лобби. К сожалению, эти товарищи, все товарищи, которые богатеют, это город для них, ну или страна как бизнес. Чиновники настаивают, что общественные слушания проводились, просто негромко, на уровне районов. Участвовали в них несколько правозащитников. Многие моменты в проекте детальной планировки их также смутили. Никто еще ни о чем не договаривается, и никто не знает даже, что на их домах уже сидят, допустим, объекты соцбыта. Вот детский сад, допустим, сидит уже. И, конечно же, когда начнут просить, выкупать и так далее, и что-то там через суд пойдет уже это все взаимодействие, суд станет на сторону, естественно, мэрии, потому что в плане детальной планировки там будет обозначен детский сад. В СМИ спешное принятие засекреченного плана связали с личными интересами городских депутатов. Издание 24KG опубликовало фото 14 из них, тех, которые тесно связаны со строительным бизнесом. К примеру, одна из парламентариев ныне руководит крупной стройкомпанией мэра. Став градоначальником, Азиз Суракматов передал фирму в доверительное управление. Так хотели исключить конфликт интересов, но, судя по всему, он остался. План детальной планировку приняли, но мы же сказали, что пока ПЗЗ мы не примем, мы конкретно действия не будем делать. Потом у нас какие-то вопросы могут возникнуть. Но я думаю, вот эти 14 человек, они погоду не сделают никогда. Я лично как не строитель. Мне очень много со стороны горожан были просьбы, чтобы побыстрее принять именно вот план детальной планировки. Инициативная группа готовит иск. Идею перенести дискуссию в суд поддерживают и представители НПО. Строительное лобби вообще присутствует не только в городском Кенеше, они и в Джугурку-Кенеш. Они же меняют все законы через Джугурку-Кенеш. Они, можно сказать, выхолостили отличные законы, которые нормы были в законах. Они все это поубирали и, соответственно, только в своих интересах. Обеспокоенность горожан, я считаю, тоже обоснована. Активисты требуют отозвать решение городского парламента. На это властям столицы дают несколько недель. После обещают начать судебное разбирательство и проводить мирные акции протеста. Дарья Тимофеева, Азат Антымаков. Настоящее время. Азия, Кыргызстан, Бишкек. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Я желаю вам всего доброго. До встречи в эфире. Счет остался на нашей стороне. Будемо замовляти ці машини. Это «Донбасс Реалии». Я Ярослав Кречко. Здравствуйте. Здесь только что развернулась историческая драма. Можете посмотреть мне прямо в глаза? Да. Продемократический лидер Аун Сан Су Чжи заняла свой пост в парламенте Мьянмы.
Но в то время армия не была готова к переходу к демократии. И они ответили на знакомом им языке. Насилие.